Тогда, значит, по фальсификации меда у нас выступает Полодашвили Малхас Аллабетич и значит, Петышин Алексей Васильевич. Вот, пожалуйста. Ну, в принципе, тут нет такого выступления, как бы сообщения о деятельности нашего общества в этом направлении. То есть мы освоили пыльцевой анализ. Вот технологически этим владеет Петышин. Он может рассказать, сколько он времени это делает, какие ему нужны пробы для этого и так далее. Ну, по цене пока мы вопрос не решили. Ну, вот сейчас из других городов нам привозят, то есть не привозят, а высылают посылочки из Уфы, там, из набережных, или из какого-то. Ну, там по 1000 мы за пробу берем. Я думаю, вот пока так. Пока трудно, пока нет автоматизации, компьютеризации, потом, наверное, будет дешевле. Поэтому, Алексей Васильевич, скажи там все свое слово. Иди сюда, что ли, или как ты там? Петышин. Сейчас. Прояснишь еще. Я не нашел. Пока он идет, я скажу вот что. Значит, наверное, со временем нам все равно нужно стремиться к тем критериям качества меда, которые приняты в Западной Европе. Я только что почитал требования ВТО к меду. На первом месте, так, что там на первом месте стоит? На первом месте органолептические. Потому что даже есть у них методика, органический анализ. То есть используют только органолептические свойства. У них есть даже такой, вот Виталий. Но для этого надо экспертов воспитать. Так, как воспитывают этих мухачевых, кто это, значит, определяет вино такого-то урожая в таком-то году, в такой-то там в Померании. А есть такие, есть такие по меду тоже? И по меду, да. Так вот их сейчас уже воспитывают в Новосибирске. И в Туле, по-моему. Да, значит, этих лекторов приглашают из Италии. То есть вот у них на первом месте стоит ВТО, органолептические свойства. А что на втором месте стоит по важности? Пыльцевой анализ. Пыльцевой анализ. Причем отечественная пыльца и зарубежная пыльца, отдельные баллы. А уже потом идут все, что мы с вами вот знаем. Влажность, диастазное число. Кстати, диастазное число стоит на последнем месте. Ну вот я просто, чтобы сказать, насколько важным вопросом занимается данный молодой человек. Значит, зовут меня Алексей Петышин, я пчеловод. Мы с братом содержим пасеку. Где-то у нас сейчас 250 пчелосемей. Также я занимаюсь, учусь в аспирантуре от Игоря Васильевича. Мы занимаемся пыльцевым анализом. Значит, мы были в Уфе с 8 по 10 декабря на конференции Пчелич. Так вот, там стоимость анализа составляет 500 рублей. Да, 500. Это полный пыльцевой анализ. Да. Но я вот сам, когда занимаюсь этим, один образец меда по времени, чтобы сделать, это где-то часа 4 уходит на один образец. Поэтому, если кому-то нужно сделать анализ меда, обращайтесь. Телефон где найти? Да, вот. 500 рублей, да. 500 рублей. А на сайте там по-другому все. На Уфе стоит 500 рублей, я узнавал. На сайте там 5 килограммов меда, там что-то. Что? На сайте там 5 килограммов меда, договор. Так, вот сколько нужно меда? Меда нужно немножко, грамм 20 всего-то. Сколько? Грамм 20. Нет, на сайте там 5 килограммов меда стоит анализ. 5 килограмм, я не знаю. Мед тут муки. Ну, это я спросил, это уже не надо. Да, там все с печатью, документ будет. А ваш телефон, как-то, где найти ваш телефон, если что? Напишите на доске, да. Запишем. Будем обращаться. Мне интересно просто, самому что там, так сказать. 13:00. Ну и что там 20 грамм? 3 точка.
То есть в чем будет преимущество ваше? Вы будете иметь документ о пыльцевом составе вашего меда. И будете показывать покупателям уже. А его Роспотребнадзор не спрашивает? Пыльцовый. Нет, у нас, по идее, у нас Как вас зовут? Записать. А фамилия-то как? Алексей анализ. Ну, я так. Скажите вот про ребят, которые вы собираете, вы же делаете анализ. Да, с чего? С чего в основном получается? Ну вот я недавно проводил, где-то Ваш. 25, наверное. В основном доминировал Липа доминировала. Это Можгинский район, идет с Можгинского района. Откуда в этом году не было ее? Потом Солнарского один был. Ни одна липа не цвела. 35 килограммов было. Значит, не везде одинаково. Пока вот Липа, потом Сныть, Сны, да. Иван-чай, Теперь понятно. Золотарник пока еще не попадался мне. В этом году аж рамки зажелтели осенью. Ну, весенние медоносы, ива, сурепка, одуванчик. Малина, наверное, тоже бывает иногда. Малина попадает, да, иногда. Не каждый год тоже. Мне один год хорошо, в 15-м наносили. Но если хотите знать, то, А дягель пожалуйста, попадает? обращайтесь. Дягель? У меня дягель нас есть. в Удмуртии дягеля нету. А У нас есть дудник. дудник, да, у меня Вот есть дудник, да, есть. полную. Вот. Дягель он там. Ну, за Здесь, 6 да, за 6 лет только один кстати, раз очень хороший мед. дудниковый мед был И хороший. очень дорогой мед этот. 14. Попадает, да? У нас дудника нету. В Удмуртии. Почему? Дудники есть? У нас есть дягель. Это дягель. А, дягель. Ну вот, Ой, не дягель, а Дудник. Да, да, дудник. он тоже выделяет. Вот в 2014 году очень хороший был дудниковый мед, а больше не было за 6 лет. А дягеля у нас нету. Как раз липа оборвалась, потом погоды не было, Дягель потом он пошел. до 4 метров в цвету бывает, и у него шаг такой, ну, с Ну, это тоже вот а у такие дудника шарики. он как это, Много там у нас. ну, такой он, да. Даем меньше. Карамельки, темные такие. Нет, нет. А борщевик попадался, конечно, да. Борщевик попадался больше. И он белым садится, белым. Белым таким садится. Да, везде. Светлым, да. Я добавлю. Пыльцовый анализ помог нам в следующем вопросе. Все говорят, у меня мед на, то есть аллергия на мед. Значит, мы думаем, с врачами посоветовались. На фруктозу не бывает, на глюкозу не бывает. Почему? Откуда аллергия на мед? Пыльца. Смотрим, пыльца. На липу не бывает, на одуванчик вроде тоже нету. И на эту пыльцу нет. От чего у людей аллергия на мед? Значит, и вот благодаря как раз пыльцовому анализу, да, мы обнаружили. Это ваша была догадка. Ну, ладно, это мой соавтор, мы это опубликовали. Значит, когда цветут медоносы, цветут еще и эти ветроопыляемые. А у них столько пыльцы, они и на пчелку, и на все эти самые цветочки, откуда пчелки сидят, мед собирают или нектар. То есть все равно в мед попадает пыльца ветроопыляемых растений. Да, береза. И мы это обнаружили. А причинок, знаете, достаточно там 1-2, и у вас уже аллергия. Но пыльцевой же анализ не всегда совпадает с медом, в смысле, с чего носит, потому что пыльцой носит с одного, а мед могут носить с другого медоноса, поэтому тут... Ну, вот мы в меде обнаружили, кроме пыльцы медоносных, энтомофильных, еще и ветроопыляемых. Да, ну это пыльца березы, полынь попадает, Сосна. Да, это вот... сосна, да. Ну, Ну, сосна, да. она не аллерген. То есть вот Береза в основном, да. откуда, почему у людей, значит, аллергия на мед. И второе, что мы, значит, это пыльцовый анализ, для чего? Ну, пока мы не обнаружили. То есть, если там попадутся геномодифицированные растения, то они сразу же будут определены с помощью пыльцового анализа. Пока этого не было. Но мы определили пыльцу с растений уродливую. Это та, которая... Вот мы специально брали пыльцу на завод, около заводов, да? Там, значит, эти все растения, ну, с одуванчика брал. Да, с одуванчика. И еще То есть там все уродливое, тератоморфное.
Липа плохо, значит, где-то растет, значит, пыля, это самое, ветры дуют на него, порозы ветров с заводов и так далее. Там тоже эти личинки скукоженные. Ну, видно, что они с такой загрязненной почвой. То есть для экологов это тоже информация. Один год, вот я живу в Малахилье, там в тех краях, на одуванчиках полно пчелы было и на липе. Но в последнее время не стало видно, зимовка у них тоже тяжелая была, то есть не видно года два. А так было, летали, были в городе. Так что вот пыльцевой анализ это Я думаю, да, там где-то совсем рядышком. Сосняк вот эти, вот, где, ну, больницы, тех, В зарубежных странах ну, либо кто-то держит. требования к мелу такое. Пыльцы там быть не должно. Потому что аллергия средства. Самые жесткие строгие правила пыльцы. Поэтому мед нагревает почти до 90 градусов, да, и через очень мелкие фильтры его пропрессовывают так, что микронная пыльца не проходит Что там сквозь эти фильтры. Если только обнаружат пыльцу в меде пчеловода на рынке, считать, что он разорен. Они там на рынок не ходят, они сдают в определенную организацию весь мед. Рынок имеется в виду торговля. Я смотрел просто их видео, они привозят организации, туда сдали, весь мед, денежки получили после анализа. Ну да, понял. Им не надо беспокоиться, баночки продавать. Ну, у меня специальная секция пчеловодства развитых стран. В Германии смотрел. Привозит завод, сдал анализ. Через 2 недели ему денежки на счет упали. Все. Не имеют Весь представления мед реализован. о том, на каком уровне это Воск также сдал, почти не дали. пчеловодство. Вот как бороться с роями, американцы делают очень просто. Че? Приезжает на тачок, Рецепт? 2 человека, автомобиль, Рецепт? у них с собой термостат на выходе маток из маточников. Маточники вставлены в специальные патроны. Не отыскивая матку, снимают корпус. Сюда один патрон с матками в выходе, сюда патрон. Берут один улей, один корпус на машину. За 2 часа они делают 200 отводков, уезжают на другое место. А почему увозят, чтобы не было слета? А там пчелы сами разберутся. Там, где матки не было, вот молодая мать. Там, где матка была старая и молодая, пчелы решат, кого оставить. Вот таким образом борются с роями. Основной доход идет не с меда, а с опыления. Им платят за каждый семестр. 26 числа будет Матюшкин выступать на белорусском пчеловодстве. Если интересно, посмотрите.